мы все имели возможность ознакомиться с указом президента Российской Федерации от 21 сентября этого года о частичной мобилизации. Что такое частичная мобилизация? Это из резерва в нужное время призывает определенное количество людей. Президент Российской Федерации в своем обращении объяснил причины частичной мобилизации, сказал о том, что фронт расстоялся на 1000 километров, были приведены в выступлении министра обороны Российской Федерации потери Российской Федерации в этой специальной операции, поэтому возникла такая необходимость. Сегодня и в указе, и в выступлении министра обороны, и обращении президента Российской Федерации было сказано четко. Частичной мобилизации подлежат граждане Российской Федерации, прошедшие службы в вооруженных силах Российской Федерации. Имеется в виду, что те граждане Российской Федерации, проживающих на других территориях, не только Абхазии, вообще на других территориях постсоветском пространстве или другом месте, они призываться не будут. Почему? Потому что они на воинском учете в Российской Федерации не состоят. Призываются только те лица, которые состоят на воинском учете в Российской Федерации. В первую очередь будут призываться лица, которые отслужили фактически в рядах вооруженных сил последние 2-3 года тому назад, они были уволены. И эти лица, их переподготавливать не надо, нет необходимости, и они будут направлены в те войсковые подразделения, где есть необходимость. Также было отмечено, что всех сразу, тех, кого призовут на фронт, там не бросят на линию огня. Они будут заменять тех, кто выбыл, тех людей, тех военнослужащих. Это в первую очередь, скажем, водители, стрелки, это те, которые имеют отношение к бронетехнике. Будут призываться также и офицеры, но в возрасте, в первую очередь, до 35 лет. Если вы спросите, это много или мало, я скажу, это что очень маленький процент, это чуть-чуть больше 1% прозвучала информация тогда и министра обороны о том, что на сегодняшний день мобилизационный ресурс Российской Федерации это 25 миллионов. От 25 миллионов 300 тысяч это небольшая цифра. Поэтому хочу успокоить всех наших граждан, что никого официально отсюда призывать в ряды вооруженных сил для проведения этой операции не будут. Другой вопрос, а еще не было мобилизации, граждане Абхазии принимали ли участие? Конечно, принимали. Наши граждане, которые проживают в Абхазии, они принимают участие в качестве добровольцев в этой операции. Но вы знаете, что сегодня начался референдум в 4, это в Луганске, Донецке, еще в 2 областях. И референдум покажет отношение этих людей. И в конечном итоге я уверен в том, что эти территории, они войдут в состав Российской Федерации. И тогда та операция, которая сегодня специальная операция, она примет другую фазу.